Здравствуйте, уважаемые зрители. Тема сегодняшнего расклада. Погляньте, кто тайно о вас думает и о чем. Подглянем. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, в каких энергиях вы пребываете, что вокруг вас происходит. Если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Сейчас никого не загадывайте. Думайте только о себе. Видео актуально и для мужчин, и для женщин. Да? Будем говорить от лица женщины. Мужчины, переворачивайте, пожалуйста, информацию на себя. Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео. Итак, кто вы, кто пришел на расклад? Вот, по поводу кода успеха, кто спрашивал, да, по поводу разных моментов богатства, успеха. Позже я скажу, как сделать код успеха. Сейчас сначала мы посмотрим вас, как с вами резонируют карты. Кто вы? Вы не стоите на месте, вы всегда развиваетесь. Причем тут смотрят меня и люди, которые очень мудрые люди. С детства момент того идет, что думали о вас, то, что вы размышляете как взрослый человек. Или же, да, вы ведете себя как взрослая. Почему? Потому что ваше мышление, да, вы родились уже такая, вот познавательная, да, вы всегда... Для вас вообще знания, да, именно не просто знания, а глубокие знания, да, о чем даже думают старцы, пожилые даже люди, да, или же мудрые люди, да, люди смотрят меня, которые, возможно, любят читать интересные цитаты, да, или сами даже могут составлять цитаты, вот, философствовать. И вы знаете, вы вот будете смотреть на веточку, но вы так будете об этой веточке глубоко размышлять, да, как она родилась на этот свет, вообще появилась на этот свет, эта веточка, да, вот прям до глубины, да, и вот есть такие моменты, о чем-то вы можете сидеть, думать, именно глубоко размышлять. И также над ситуациями. Есть момент того, что вы смотрите со стороны на людей, да, в каких-то ситуациях, там пара ссорится, да, и вы начинаете не просто смотреть на это, да, а глубже размышлять, почему, да, то есть как не детектив, а вот именно как психолог даже, да, вы начинаете понимать, почему, из-за чего это произошло, кто в этой ситуации виноват, да, и как это можно исправить даже, вот как-то так, хотя вы, как сказать, то есть для вас это как некий момент практики себя, да, и в то же время вам интересно. И кто-то здесь даже любит смотреть по окнам, да, кто как поживает, вот просто интересно. Или же слушать, да, какие-то ситуации и думать, почему так произошло, да, вот как сегодня услышала такую ситуацию, когда у одной женщины, это у знакомая, да, у нее погиб муж. Как это все произошло? Во-первых, он упал, да, один раз там, разбил голову. Вот она не вызвала скорую, она решила сама замотать ему голову. Опять-таки, почему? Почему не вызвала скорую? Вот в таком ключе. Второй раз он опять упал, да, это как повторялось одно за одним. В итоге он, да, закончил жизнь, вот, наложив на себя руки.
причем на даче, да, поехала на дачу, и на этой неделе это произошло. Вот такой момент, и думаешь, сидишь, почему, да, почему люди так поступают, что в голову взбрело и так далее. И вот вы тоже, да, думаете и как делаете выводы, это же для себя же, да, как на будущее вам, да, что бывают вот такие ситуации, такие вот вы из детства такая проницательная, да, возможно, здесь кто-то любил в детстве послушать взрослые разговоры, когда взрослые общаются между собой, вам интересно более взрослые, когда общаются, послушать их темы, нежели своих сверстников. Вот. Развивались, да, не по своим годам, то есть намного старше думали, как старшие люди. Вот. Тут кто-то, возможно, или на что-то копит, или откладывает, да, или у вас есть какая-то цель, но вы как думаете, да, купить, приобрести эту вещь или что-то, может быть, даже недвижимость, да, и вы как есть момент не хватает, да, надо поднакопить, или же по себе человек вы такой, который умеет копить, старается, да, сберечь финансы или умеет правильно, да, как-то распределять финансы. Например, это я оставлю на то, это на то, вот как-то так. Также есть момент того, что если вам дать план действий, например, завтра день рождения, да, вы уже как в голове распишете, так, нужно купить свечки, торт и так далее, да, там, что приготовить на стол, у вас уже как-то распланируется. Вот, и смотрите на жизнь уже на далекое будущее. Вот сейчас уже вы смотрите на далекое будущее. Так, я должна купить квартиру, я должна купить машину, например, да, или же родить детей, двоих. То есть вы как-то, есть момент того, что вы уже прописали себе в жизни план, или в детстве уже прописали, так, мои дети, да, будут жить там-то-то, да, я буду, вот такой момент у вас есть. Сейчас, на данный момент, у вас идет или атаки, здесь момент атак, внутренние, да, именно психологические атаки. Что-то у вас или завершается, скорее всего, больше по башне завершается, да, или что-то кардинально, да, вы убираете из своей жизни, или кого-то, возможно, отрезаете, да, с чем-то вы заканчиваете. Тут кто-то может заканчивать и с привычками какими-то, да, или же кто-то прощается с прошлой работой, свой уход, да, с работы. Причем есть момент болезненного разрыва или вот как-то это трепет души, да, об этом вы как переживаете, думаете, или же вы с кем-то поссорились, разругались, да, на данный момент, и вот это вот осадочек есть, остался. Вот. А тут еще по отшельнику, да, может какая-то тянущаяся такая ситуация, которая длится давно, есть какая-то, возможно, на кого-то обида, которая долго тянется. Вы не можете это отпустить. Или, да, человек как-то поступил с вами негативно, да, вот у вас это крутится до сегодняшнего дня в голове. Вы женщина огонь, вы женщина наслаждения, вы любите, возможно, да, вы любите, когда у вас есть все. Да, неважно, да, каких сумм это стоит, например, да, главное, вы любите, возможно, комфорт, уют, да, неважно, да, как, вот даже это будет однокомнатная квартирка, там, 20 метров, но вы ее вот обустроите так комфортно, да, что в ней, да, будет приятно находиться, жить, хотя она вроде как маленькая, но в ней все будет вот уютно, удобно, в ней будет все размещено, да, то, что требуется человеку и для жизни, и вот с комфортом. Вот, вы, тот момент идет такой, вы любите хорошо жить. Но тут не говорит о том, что вы хорошо живете, да, или там, но тот момент, что вы
даже, да, приехав на природу, вы сделаете так комфортно себе условия, там, раскладное кресло поставите около столичек. Ну, вот как-то это будет для вас комфортно, да. Сядете, посмотрите на солнышко, возьмете с собой, не знаю, да, завтрак или ужин, да, что-то, вот, и вот как-то, и будете смотреть на солнце, да, не в телевизор, а на солнце, вот, вам приятно, удобно, вы любите вот такой комфорт, и в чем, где-либо, да, разместить себя удобно. Притом, карты говорят о том, что о вашем портрете, да, то, что вы для людей есть некий пример, да, на вас вот люди как меряются. Опять-таки, у меня прям за раскладом, да, те же люди приходят. Я прям портрет уже вижу, и, но здесь могут и новенькие, да, люди прийти на видео смотреть. Смотрите, вы и притягиваете человека, да, есть момент тепла. Но вы можете не просто даже обогреть человека, но и обжечь. Тут такой момент, что как подпустить, так и отрезать, да, от себя. Также здесь идет момент, если вы ставите цель, вы стараетесь придерживаться, добиваться этой цели, идти к ней, что есть, конечно, хорошо, да, правильно. Не всегда люди бывают доделывают до конца. Да, вот загорятся целью, делают вроде, а потом бросают на полпути. У вас есть момент того, что вы как идете до победного. Есть момент наполненности вашей. Вы наполняете людей, наполняете своей энергией, своей харизмой, своей даже внешностью. Да, люди на вас посмотрят, берут пример, да, и, возможно, тут даже пытаются как-то вас скопировать, да, ваши действия. Легка на подъем. Вот пришла идея, встала, пошла ее делать, да, эту идею, воплощать ее в жизнь, в реальность. Или там, Свет, ну что, поехали там, на природу? Да, конечно, вообще не вопрос. Села, поехала. То есть вот легка на подъем. Долго не раздумываете. Вы сразу говорите ответ, да или нет. Бывают люди, да, потянут, вытянуть не могут. А вот вы карты говорят о вашей уравновешенности. Да, у человека все в порядке. Да, у человека есть порядок в голове и в жизни, возможно, да, вы один раз, да, в неделю, да, наведете порядок не только на территории своего жилища, но и внутренне, психологически, да. То есть, если вы устали, вы отдохнете. Если вы посчитали, да, что сильная усталость, да, то, возможно, примите, да, приятный душ или ванну с расслаблением, да, или же вот как-то вы пытаетесь балансировать своим состоянием и поддерживать его в норме. Не только психологическое состояние, но и физическое. Светлый человек. Вы очень светлый и мудрый человек. Тут, возможно, могут меня смотреть, да, люди, которые посещают церковь, да, или не пропускают святые праздники. Также есть момент детей. Тут проигрывается тема семейные. Возможно, люди смотрят, у которых есть дети, да, а кто-то задумывается о детях. Будет ли рождение второго, да, третьего ребенка тоже. Теперь я уже четче понимаю, кто пришел на расклад.
Во-первых, тут говорят о вашей неординарности и многогранности. Перед вами лежат все инструменты, да, как у этого мага. То есть вы мастер на все руки, вы мастер. И, возможно, у вас и много талантов, да, и эти таланты, да, вот вы начнете рисовать, вы красиво нарисуете картину, да, вы начнете или учиться рисовать, вы доведете это до конца, ну, именно до конца. Да, вы обучитесь и будете профессионально рисовать, красиво, да. Вот. Люди будут в восторге от этой картины, например, да, или же вы испекете торт, да, который будет и ровненький, и вкусненький, да, и вот так вот. Человек маг, человек гений. Возможно, да, у вас и правда есть много талантов. Вот, а также карта говорит о том, что, возможно, обладаете магическими способностями. Причем кто-то здесь не подозревает, вот, а кто-то думает использовать их в своей жизни, да, или же пытается, как начинающий, да, использовать. Вот, а кто-то может тут и уже занимается этим, кто-то обучается даже. Выбираете светлый путь, понимаете, что черный путь ни к чему хорошему не приведет, да, или же вообще посещая какие-то святые места, да, вы, возможно, да, как-то очищаетесь. Читайте молитвы, возможно. Идет момент вашего характера. Сказала, как отрезала. Бойтесь меня, да. Вот вы человек, который за себя постоит. И вы не боитесь какой-то конфликтной ситуации, да, если такая назрела ситуация, да, вы будете отстаивать свою точку зрения до конца, возможно, скорее всего, до конца, зная, да, уже по портрету, что вы будете отстаивать до конца свою точку зрения. Также дела какие-то, если вы выполняете бумажного характера, вы вот будете добиваться, пока вы не добьетесь, да, какой-то бумаги, подписания или еще чего-то, каких-то важных, да, договоров. Вот вы доведете это до конца. Не дадите себя в обиду. Вот на данный момент есть несколько каких-то у вас вариантов, и вы, возможно, стоите как на выборе или же думаете об этом. Также есть момент того, что кого-то здесь кто-то обидел. Опять и башня, и тут и повешенный. И вижу состояние жертвы, как будто бы вас обидели. Неприятно вам, да, и вы понимаете, что это незаслуженно. Или же, возможно, да, выплатили зарплату, но в меньшей степени, да, то есть меньше, нежели было обещано. Вот вас это не устраивает, не удовлетворяет. Перед будущим есть какой-то страх и неуверенность. Возможно, здесь момент каких-то опасений с периодичностью. Что-то как будто огонь, да? Постоянный огонь или потрясения какие-то, как нога под землями, под ногами, вернее, земля трясется. Кто-то здесь даже прям, возможно, произносит какие-то заговоры, молитвы, вот как-то, потому что надежда на это есть, что это может помочь. Кто находится в паре, да, есть момент какой-то неуверенности этой пары, будущего.
в этой паре. Вы вот как стоите на перепутье, нужен мне этот человек или нет, начинаете выискивать, не выискивать, да, и не в том плане, именно анализировать без розовых очков, понимать, к чему могут привести эти отношения в дальнейшем. Или же, да, кто одинок без пары, момент переживания, что а вдруг я останусь одна. Или же, да, момент неуверенности может быть и в себе, да, что-то может быть вам в себе мне поменять. Вы знаете, вот момент, да, вот сразу у меня почему-то приблизилась такая тема в потоке подстраивания. Ни под кого подстраиваться не нужно. Будьте такой, да, какая вы есть. Потому что, найдя себе пару, да, тем самым, когда вы начинаете себя под кого-то переделывать, поймите одно, что, да, всю жизнь вы играть не будете актрису, правильно? Или актера, да. Рано или поздно все, да, начнет всплывать, да, вот какая вы, да, какие у вас привычки и так далее. Вот. А вдруг, да, человеку это будет не нравиться, но вы уже прожили с человеком долгое время, все это начинает всплывать, человек понимает, что вы не такая, какая вы были в начале знакомства, например, да, и начинаются какие-то разногласия, просто не сошлись как пазлами, да, потому что вначале вы пытались понравиться, да, как-то человеку и вот подыгрывать. Самое лучшее оставаться, быть таким, какой вы есть. И при знакомстве, да, вести себя так, как вы себя ведете в обычной жизни. Вот. А ваша она будет с вами. И ваш человек, он будет с вами. Да, ваш человек, который по пазлам с вами сойдется. Нежели когда вы измените, деформируете себя под кого-то, да, потом это все начнет вылазить. Оказывается так, оказывается сяк. Но потом крики, истерики, скандал, да, и башня, разбитая башня. Вот так. Ну, это уже такое, да, момент из психологии. Таро-психология. Хорошо. Если с вами резонирует, давайте продолжать смотреть. Дальше. Кто тайно о вас думает и о чем думает? А вы не переживайте, у вас солнышко идет. Тут переживать не нужно. Да, и неуверенность вот эту вселять в себя тоже не стоит. Вот вы такая, какая вы есть. Не бойтесь говорить «нет». Хорошо, давайте подглянем, кто тайно о вас думает и о чем. Никого не загадывайте вообще. Думайте сейчас только о себе. У нас времени много. Здесь более удобно, поэтому можно спокойно расслабиться и слушать. Кто тайно о вас думает? Мужчина. Мужчина. Также может выходить начальник, да, это касаемо вашей работы, там, где вы работаете, да, или руководство, из руководства, но скорее больше проигрывается мужчина. Но может быть, да, и женщина в мужских энергиях, мудрая женщина, зрелая женщина, возможно, да, старше вас по возрасту, или же такое вот есть тоже момент, что развитие
из детства, да, как у доспелого взрослого человека вот было. И она, да, более вперед, наперед думает, мудра. Но тут выходит, скорее всего, начальство или кто-то руководящий пост занимает. И скорее, да, тут больше с вашей работы, с вашего места работы. А о чем думает? О чем думает? Тот момент идет о вашем росте. То, что вы растете. И момент того, что вы как-то поменялись. Что-то, как будто бы что-то скрываете, возможно, да? Утаиваете. Или, да, тут еще момент, что у вас как будто бы, да, начальник или кто-то, да, с работы, мужчина, думает, что у вас еще есть какой-то заработок, какие-то доходы, помимо того, что вы еще получаете здесь. И вы знаете, там, где вы работаете, ваша сфера работы, у вас идет помощь, да, высших сил. И вообще эта работа тоже как прохождение урока. И на этой работе, возможно, да, вы слышите какие-то подсказки, причем какие-то моменты происходят именно такого внеземного характера. Но это не то, о чем, да, о вас думают. Именно тут идет информация с потока, что происходит вот так. Далее здесь идет, что думают о вас, о том, что вам нужно расти, вам нужен рост, да, а вы можете, да, думают о том, что вы как на месте не стоите, или обучаетесь, да, или вот продвигаетесь. То есть вас, возможно, даже ценят, уважают на работе. Да, и тут момент еще того, что кто-то думает именно из руководства вас или повысить, да, или о какой-то прибавке, что ей нужно будет, возможно, прибавить в плюс тут, да, идет информация. Хорошо. Давайте еще посмотрим. И, возможно, смотрите, тут какая-то новость по поводу суммы денег какая-то будет. Или же зарплата, может быть, да, повышение, бонус, что очень приятно. И это не потому, что начальство так подумало, потому что высшие силы на это подтолкнули, да, его. Или же тут кто-то даст какие-то легкие моменты, приятные, в том плане, что отпуск или выходные, да, вот тоже есть. Вам будет очень приятно. Порадуют. Кто еще о вас тайно думает? Еще. Человек из прошлого. Мужчина из прошлого.
да, это любовного характера, чувственная тема, сердечная тема. Переживания есть, нехватка, вас не хватает, хочется подойти, вас обнять, прижать к себе, за что-то попросить прощения, да, человек за что-то раскаивается, возможно. Или же человек понимает, что допустил какую-то в ваш адрес ошибку. О чем думает? Приехать. Когда-то или человек вас покинул, ушел, но человек хочет вернуться, осознав какую-то ошибку или что-то неприятное. Есть момент того, что стыд. Человек испытывает, стыдно ему за какой-то поступок. Тут может момент быть и извиниться, да, человек хочет, или же как-то вот, ну, он не спит, и кошки дерут, да, и на груди. И вот он не может это отпустить, эту ситуацию, да, и вот как хочет, чтобы его отпустило, нужно подойти и извиниться, как в школе учили, да. Ты ударил девочку, иди извинись. Вот в таком моменте внутри есть. Потому что человек понял, да, тут осознал, как будто вот когда он это сделал, у него все пошло сикость-накость, наперекосяк. Человек почему-то вас боится даже. Страх испытывает какой-то. Страх, что вы сильнее. И вы знаете, вы сама, как перегнали человека в чем-то, обогнали в развитии или в чем угодно, да. Человек видит вас выше стоящий, или занимаете, возможно, выше пост, нежели он, да, или получаете больше зарплату, нежели он. Вот по статусу вы выше, или же вы сильнее духовно. И он боится, есть страх. Человек думает, но есть мысли о том, чтобы появиться или дать о себе знать. Возможно, даже написать. Да, с таким неким хитрым заходом. Возможно, привет, как дела? Вот, а вы не родила, да? Угу. Погоди, постой, карман пустой. У человека все сикость-накость пошло именно финансового характера. И он понимает почему. Потому что грешок-то на душе есть. Вот какой-то грех. Он понимает, что какой-то грех совершил. Этого было делать нельзя. С вами так поступать было нельзя. Вот и ударила по карману. Переживания есть. Человек часто, очень часто об этом думает, об этой ситуации. Возможно, или об этих ситуациях, да, возможно, несколько раз делал больно, делал что-то неприятное. Вот и боится, что по лапкам, по своим когтям, да, получит. Но человек думает, держит мысль в голове, да, объявиться, как-то дать о себе возможность знать. Человек, который испытывает к вам чувства. Человек хочется вас обнять. Вот как-то прижаться к вам, да. Человек, когда вас обнимает, он чувствует прям вот эту теплоту, энергию, понимает, что вы его человек. Возможно, вы с человеком чем-то похожи или много чего-то такого похожего между вами есть. Человек, возможно, обманул или предал, да, вот как-то нечестно поступил, и он это понимает. У меня почему-то финансы идут, что с финансами, да, или обман в финансах был. Человек хочет восполнить это, тут есть потери у него. И он понимает, из-за чего.
Или же если обманул вас в финансах, вас вообще трогать нельзя, судя по вашему портрету. Тронув вас, да, даже невзначай или сказав ваш адрес, прилетит так бумеранг. Да, карта маг, карта тайная жрица. Но вы однозначно обладаете какой-то силой. Непростой силой, именно мистическая. Женщина мистическая. Вас нельзя обижать, высшие силы за это накажут. Вы светлый человек. Вы от человека уже, да, как-то отдалились, вам неинтересно, да, и, возможно, даже тут кто-то даже как скрывается или заблокировал человека. Вам человек уже не интересен, и вам даже не интересны эти будут извинения. Если человек объявится, вам будет неинтересно это. То есть человек для вас не в приоритете, да, человек для вас не уважаем. Если уж ушел, уходи. И уход, да, есть момент предательства, когда человек уходит из пары. Есть момент предательства. Хорошо, давайте еще подглянем, кто о вас думает и о чем думает. Из родственников о вас кто-то думает. Возможно, да, вы где-то на расстоянии находитесь с родственными людьми. Тут есть момент того, что хотели бы к вам приехать, хотели бы с вами, да, быть вместе в плане семейном кругу. Это могут быть и родители, это могут быть дедушки с бабушками. Вы находитесь на расстоянии, далеко, возможно, друг от друга. Вот вы как недоступна, потому что есть какие-то моменты или же обязательств, или же, да, не можете пока встретиться. А о чем думает? Думает о встрече, да, думает о том, чтобы о круглом столе, да, посидеть за круглым столом. Или же, да, как есть момент, скучают. Есть сообщения, возможно, от этих людей, родственники. Тут также могут проходить дети. Любят вас очень сильно. И есть моменты даже переживания за вас, душа болит. Как-то люди переживают. Но вы не можете, у вас есть какие-то обязательства, какие-то ограничения, вы не можете с этими родственниками встретиться. Также здесь могут быть, да, ну, больше родственники проходят из семьи. Также могут быть очень близкие люди. Это может быть самая, да, близкая подруга. Но скорее больше тут информация семейная, из семьи. Кто еще тайно о вас думает? Женщина думает. Она не просто думает, она на вас смотрит. О чем? О чем думает? Ну, тут она не думает, она говорит о вас. Она на вас смотрит, вы в момент подражания для этой женщины, да, она на вас смотрит, есть момент того, что человек, возможно, да, вас копирует, и, да, или подражает вам, или же, да, вот как-то смотрит на вас, что у вас вот хорошо, и она вот как-то пытается, да, сделать так же, чтобы у нее тоже так же было хорошо. С кем-то вас обсуждает, возможно, даже просматривает ваши фото. Давняя женщина, давняя, очень давняя.
Может, это одноклассница, да, или... Но это не родственная душа, и вы знаете, вы для нее урок, вы для нее как урок жизненный, она так говорит. Да, или же она понимает, что вы ее чему-то научили, смотря на вас, она чему-то училась и научилась, да, это без толку не прошло. Сейчас испытывает какие-то жизненные проблемы с мужчиной. Чувственная сфера задета очень сильно, и вы знаете, она, возможно, или когда-то с вами о чем-то делилась, да, говорила, то есть вы были знакомы с этой женщиной, может, это ваша подруга, возможно, даже учились вместе. Но не есть момент того, что она в минус о вас говорит. Нет, я не вижу, что она негативна, она именно в положительном ключе. Возможно, да, это ваша давняя знакомая. Очень положительно, но она для вас положительна. То есть никакого негативного момента здесь не вижу. И даже как с кем-то вас обсуждает, именно в положительном ключе. Есть момент подражания вам. Чему-то вы ее в жизни, возможно, к чему-то привели, провели ее к чему-то, что ей дало положительный результат, она вас как хвалит, да, благодарит. Думает о вас часто. Кто еще о вас думает, о чем? Женщина старше вас думает о вас. Ей сейчас плохо. О чем она думает? О том, что с вами очень хорошо иметь дело. Да, с вами можно даже дело какое-то сделать. Вы человек такой, да, как бы на вас можно и положиться, да, и вы замечательный человек, то есть положительные моменты. Вот, но женщине сейчас по здоровью очень плохо, болеет или есть какая-то именно разрушение, но больше, да, скорее болезнь, чем-то тяжелым болеет. Вот, и она говорит о том, что с вами можно иметь дело, с вами можно открыть бизнес, да, с вами можно вести переговоры. И был бы замечательный союз. Старше вас женщина, да, или же она думает, если с вами скомпоноваться, да, у вас был бы очень хороший именно рабочий тандем, прибыльный. Но это, скорее всего, как-то по работе связано. Вас ценят как работника. Кто еще о вас думает? Мужчина. Возможно, моложе вас. Мужчина думает. Ага. Какой-то кавалер, да, так скажем. Кавалер. Он почему-то ждет, когда освободится место. Да, он думает, возможно, вы в паре с кем-то, да, когда освободится место. Он бы хотел занять это место. Вот так он думает. Моложе вас. Человек такой непростой человек, да, человек, возможно, такой талантливый и решительный. Возможно, он тоже находится в семье, да, в паре.
возможно, есть и дети. Но почему-то, да, я не вижу момент того, что там как-то не клеятся отношения, да, и вот человек о вас думает, что вы тоже с кем-то находитесь в паре, да, и вот есть момент того, что человек думает, а свободны ли вы, а есть ли у вас там кто-то. Причем, вы знаете, он вас давно знает, этот человек, молодой человек вас знает давно, и есть момент наблюдения, где-то он вас видит. Может быть, вы где-то проходите часто, да, человек наблюдает за вами. Но он не знает, есть ли у вас кто-то, нет у вас кто-то, одна вы, да, или в паре. Но почему-то больше близится мысль, что он думает, что вы с кем-то в паре заняты. Есть момент такой, боится, да, но он хотел бы каких-то серьезных отношений, да, или как-то вас поближе узнать, побольше о вас узнать информации. Где-то вот он за вами смотрит, где-то вы проходите, вас человек видит, постоянно видит, наблюдает. Да, у него что-то не клеится в его жизни, вот поэтому, да, такие моменты думания о другой женщине. Есть моменты того, что он смотрит на вас и как-то возбуждается. Видимо, дома не дают зеленый свет. Он трусит, да, он трусит подходить. И момент еще и трусит, да, вот там, с кем он в паре, есть момент, как он боится свою женщину. И, возможно, женщина тоже, с которой он в паре, она старше него. Ну, тогда нечего ему тут ловить. Да, будь мужчиной, подходи, проявляйся. Вот вы знаете, сразу, да, такое вообще, может, чуть не к теме, да, но вот люди, которые, да, вот хотите вы успех, да, идите и берите его, да, вот женщины, скорее всего, в большинстве случаев, да, я смотрю так, когда пишут, смотрю так, очень стараются в большинстве случаев, да, не упускать шанс, брать его за хвост, более такие решительные. Я не говорю ничего против мужчин, да, вот зачастую, когда я слышу по раскладам, я смотрю, женщины более такие хваткие. Мужчины думают. Хотя, да, вот женщины и мужчины, они, ну, мозг по-разному устроен и у женщины, и у мужчины. У женщины миллионы мыслей в голове, да, а мужчина думает более стратегически, конкретно. Вот есть проблема, решаю, да, вот оно, действие. Ему надо действие, вот. Но тут, да, именно есть момент незрелости у мужчины. Действий я не вижу, да, человек мечтает. Человек хочет. А если ты хочешь, да, бери. Не откладывай на завтра. Вот, насчет кода удачи, да, как происходит, как делается код удачи, как выявить свой код удачи. Смотрите, да, я сейчас покажу такой небольшой лайфхак, да, как это делается. Код удачи. Приблизим. Смотрите, пишите дату рождения, например, там 04, да, 4 января 1985, да, напишем дату, например, 04/01/1985. Вот как рассчитать код удачи, код успеха. Вот, можно нарисовать такую звезду
И здесь мы пишем, да, складываем первые цифры до единичного, да, если здесь 23, то 2 плюс 3, что 5, да, здесь 0,4, 0 плюс 4 это 4, пишем 4. Вот с этого начинается, да, код, 4. Дальше складываем месяц, 0 плюс 1, 1. Дальше мы складываем год, 1 плюс 9, 10, плюс 8, 18, также 23, да, тут вышло 23. 2 плюс 3 это 5. Пишем 5. Далее складываем эти три цифры уже. 4 плюс 1 5 плюс 5 10. То есть 10, 1 и 0. Да? 1 плюс 0 1. Пишем 1. Далее складываем все эти цифры по кругу. Да? 4 плюс 1 5 плюс 5 10 плюс 1 11. 11, да? 1 плюс 1 это 2. Пишем здесь 2. Выводим, да, код. Начинаем отсюда. 4, 1, 5, 1, 2. Вот ваш код успеха. Можно нанести, да, на купюру, которую вы не будете тратить, да, и хранить у себя как талисман в кошелечке. Вот можете себе на рабочий стол, на заставку, на код телефона, например, код телефона вашего, да, вот когда вы входите в телефон, постоянно нажимаете, то есть вы притрагиваетесь к этим цифрам, да, вы больше заряжаете. Вот ваш код. Код удачи. Код удачи. Вот, не потеряйте. Можете поставить на паузу, сделать скриншот. Вот, а еще насчет негатива, да, как снять с себя, с глаз негатив, потому что вижу, что постоянно обращение, да, когда на чистки приходят люди, что есть негатив, нет негатива на диагностику, да, я смотрю очень много негатива. Как снять с себя с глаз и негатив? Да, есть такой метод соль. Соль вообще это сильный ингредиент, да, в эзотерике. Как это делается? Возьмите в левую руку, да, положите соль, насыпьте ее, вот, и произнесите такой заговор. То есть в левую руку кладем соль, да, не закрываем, произносим над ней заговор. Соль, соль, помоги, с глаз и негатив с меня в себя возьми, да будет так, во благо. Вот, далее закрываем ладошку с солью, подержим 3 минутки и просто смываем проточной водой эту соль. Все. То есть это более, да, простой способ. Соль вообще очень, очень сильный инструмент. И очень часто используется. Вот, хорошо. Давайте сейчас сделаем 3 позиции, посмотрим, что для вас подскажет моя авторская колода «Золотой ключ». Да, пока я не забыла, сейчас я сначала разложу 3 позиции. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Что предскажут для вас карты? Первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Первая, вторая, третья. Выбирайте интуитивно любую позицию. Не перегадывайте 100 раз, да, сразу же моментально, что первое в голову пришло, вот та позиция ваша. Так, другую колоду откроем. 101 тайна. Тоже моя авторская колода. Посмотрим предсказания, подсказки, предостережения.
8 идет число, да, 3, 6, 7. Эти числа, наверное, играют какую-то роль в вашей жизни, возможно, часто попадаются. 5. 5 пришло. Хорошо. И откроем еще ангелы говорят. Что подскажет вам ангелы? Вот такая колода. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция. Данные колоды, да, или любые другие колоды вы можете заказать у меня, написав мне. Я сейчас дам контакты, чтобы вы долго не искали. Хотя, да, я оставляю внизу под видео ссылки, но люди не могут найти, да, и в комментариях пишут, как найти. Я оставлю вот такие QR-коды. Вы можете поставить на паузу и перейти по QR-коду. Вот эта группа. Да, это наша группа Видескара, наша комьюнити, сообщество. Вот, туда писать не нужно, там информация разная, да, и в том числе, да, это для того группа, если вдруг закроют YouTube, потому что многие об этом переживают, думают, вдруг на случай чего, да, я видео буду загружать туда, если вдруг вообще, ну мало ли, на всякий случай. Вот. Также вся информация здесь находится. Любая информация, связанная со мной, да, Видескара, находится здесь. Вот. И личный телеграм, куда вы можете обратиться, написать мне в личный телеграм. Там будет такой логотип розочки, пионы. Вот, по поводу карт, по поводу личного расклада пишите в личный телеграм. Хорошо, кто выбрал первую позицию? Давайте посмотрим, что карты хотят для вас сказать, подсказать. Итак, ангелы говорят: совершенствуйся, проблемы и вызовы – залог внутреннего роста. Покой – залог внутреннего расцвета. Золотой ключ. Ваш статус скоро поменяется. Вселенная даст вам знаки. Недалекая дорога. Вас ожидает продвижение, слава, награда, достижение, успех. Веник. Борьба с препятствиями и победа над ними. Кольцо. Кто-то признается вам в любви. Лебедь. Добрый светлый знак, который принесет вам приятные новости. Солнце. Осуществление потаенных желаний. Вот такой вот был расклад для первой позиции. Спасибо, единички. Переходим к двоечкам. Ангелы говорят: яви свою силу, твоя истинная сила проявляется в твоих действиях, твоих намерениях и твоей вере. Сто одна тайна. Перо. Легкость, непринужденность, релакс, отдых. Кошелек. Деньги и увеличение финансов. Денежная удача в ваших руках. Огромное счастье стучится к вам в двери. Открывайте, принимайте, забирайте, упаковывайте. Штамп. Судебные дела. ЗАГС, подписание договора, бумаги. А кто-то, возможно, пойдет в ЗАГС расписываться. Золотой ключ. Резкие изменения в вашей жизни, и они неизбежны.
Прошлое останется позади, вы идете в новое. Вот они, резкие изменения в вашей жизни. Новый человек в вашей жизни для супружества. Вот так вот. Помните, случайности не случайные. Это лозунг нашего канала. Ну и к вам сообщение, да, что случайности не случайны. И, возможно, на данное видео, да, вы тоже пришли не случайно. Нужно было услышать для вас эту информацию. Хорошо, спасибо, двоечки. Переходим к тройкам. Кто выбрал третью позицию? Ангелы говорят, будь собой. Быть самим собой значит доверять и следовать своему сердцу. Как раз мы сегодня об этом и говорили. Будь собой. Такой, какая ты есть или какой ты есть. Счастье не за горами. Перед вами откроется новая возможность, новый шанс. Сложности, которые скоро уйдут. Помни, случайности не случайны. Кстати, есть такой лайфхак, да, вот, когда вы получите карты, да, например, для печати, да, и, вернее, вы приобретаете карты, распечатываете их 2 раза, 2 колоды, смешиваете их вместе, да, и когда повторяются карты, да, это уже, ну, стоит услышать, потому что случайности не случайные. Вот. Это такой лайфхак, да, и это очень хорошо работает. Также я, как таролог, да, тоже использую свои же карты как подтверждение расклада и более, да, сосредоточеннее уже смотришь вообще ситуацию, да, они более четче подтверждают. Вот, поэтому, кому интересно, да, обращайтесь, пишите в личный телеграм, пишите «хочу колоду», я пришлю всю информацию, и вы сможете у меня приобрести колоду. Также зрители, которые смотрят за пределами России, тоже, да, могут приобрести. Сейчас есть такой момент, что я открыла магазин на Etsy, куда вы можете тоже перейти. Если вы живете за пределами Российской Федерации, можете тоже приобрести карты. Эти карты очень удобны именно в гадании. Если вы даже не умеете гадать на картах Таро, да, это прям в помощь, идеальный помощник. Продаются они в 2 вариантах. Первый – это вариант для печати, а второй – виртуальная колода. Вот, виртуальную колоду вы скачиваете, приобретаете, скачиваете ее в телефон, и она у вас всегда хранится в телефоне или на любом цифровом носителе. Вы открываете, ставите на паузу и читаете ответ. Там быстро прокручиваются карты, вы ставите на паузу и можете прочитать. Так, извиняюсь, что отвлекаю. Роза, в вашу жизнь идет сильная любовь. Не пропустите. Клубок. Карта сулит скорое отправление в путь. Дальняя поездка. И недалекая дорога. У вас одни дороги. Смотрите, одни пути. Да, возможно, у кого-то здесь и дороги открываются. Вот такие интересные троечки. Спасибо вам за просмотр. Так, убираем в сторону. Спасибо всем, кто был на сегодняшнем раскладе. Кому интересно, да, было, ставьте лайки, с кем срезонировало. Ставьте лайки, пишите, какую позицию выбрали вы, как с вами резонируют, да, карты. Ну и за личным раскладом или приобретением моих авторских колод обращайтесь. Все контакты я указала под видео, да, или через QR-код. Это сюда. Личный телеграм. И хочу отдельно каждого из вас поблагодарить за ваши донаты, за спонсорство нашего комьюнити Видескара. Огромное вам спасибо за такой энергообмен между мной и вами. И чтобы у вас в 100 раз приумножилось. И также спасибо большое за ваши теплые комментарии лично мне и нашему каналу. И желаю вам,
чтобы ваши мечты и ваши надежды в скором осуществились. Главное, никогда и ни перед чем не падайте духом. Будьте сильны и держу за вас пальчики. И во благо всем вам. Всех вас люблю, крепко обнимаю и спасибо, что вы у меня есть. И до новых видео на нашем канале. С вами была ваша Ведаскара.